Hoş gördük barшаңызды. Биыл мына 2022 жаңа жылы біздің алғашқы кездесулеріміздің бірі осында үлкен басқосу өтіп жатыр. Достық үйіне баршаңыз қош келдіңіздер. Бүгін арнайы біздің қонағымыз Юрий Виссарионович Ли, Қазақстан Республикасы Мәжіліс парламенті депутаты, біздің тұрақты халықпен кездесудің аясында арнайы бүгін Нұр-Сұлтан қаласында бір апталық кездесулер легін бастап жатыр. Алғашқы кездесулердің бір ретінде бүгін бізде достық үйінде. Сондықтан бүгін осы басқосып отырмыз. Бүгінгі негізгі басқосудағы мақсатымыз қазір енді күнде жаңа сөздер біздің тұрақты қолданысымызға еніп жатыр. Сондай сөздердің ұғымдардың бірі блогерлік. Сондықтан осы блогерліктің әдіс тәсіл демейміз, бірақ та қызмет ету аясына байланысты қысқаша осындай талқылауды ортаға салып отырмыз. Соның аясында Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдерінің арасындағы осындай блогерлікті бағыт ретінде алып, оның қоғамдық пікірді қалыптастыруда құрал ретінде жүзеге асырып жүрген топ бар. Бұл біздің Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамында бар. Міне соның қызметінің аясында бүгін талқылауға байланысты, осы тақырыпты талқылауға байланысты арнайы жиналып отырмыз. Барлықтарыңызды келгендеріңізге, ерекше уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет айтамын. Сондай-ақ бізді онлайн форматта тағы да қатысушыларымыз тікелей эфирде көріп отыр. Сондықтан осы мәселені де ескерулеріңізді сұраймыз. Баршаңызды елорда төріндегі достық үйінде көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі басқосуымыздың мақсаты медиа алаңында жаңарып жатқан ақпарат ағымының жаңа заманға сай жаңарып отыру жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Бүгінде медиа алаңның маңызды рөлі іргелі істер мен оң өзгерістерді оқырмандарға дер кезінде және объективті түрде жеткізіп, мәселенің мәнін терең түсіндіретін халық пен билік арасындағы алтын көпір болып саналады. Блогерство – одна из новейших профессий, которая стремительно набирает популярность. Блогеры читают и смотрят, значит, они нужны. И очень отрадно, что и наша молодежь Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан не остается в стороне от этого процесса. Благодаря широкому освещению деятельности столичного АНК в социальных сетях они узнают все больше и больше людей. На сегодняшний день страницы и аккаунты Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан имеют многотысячную аудиторию в лице подписчиков. И это в первую очередь заслуга вас, наших блогеров. В свете реализации поручений главы государства о необходимости построения нового Казахстана для разъяснения основных направлений государственной политики в сфере идеологии нужны новые лица. Это веление нынешних реалий. В эпоху развития высоких информационных технологий значительно возрастает роль разъяснения идеологической работы среди населения. Как показывает практика, нынешнее общество больше доверяет социальным сетям, нежели традиционным средствам массовой информации. В наше время не обязательно иметь образование журналиста, чтобы вести блоги. Эту нишу наряду с молодежью успешно осваивают все возрастные группы. Это придает блогерам дополнительную ответственность за достоверность транслируемой информации. В целях сохранения общественно-политической стабильности многие из присутствующих, наверное, согласятся с мнением о необходимости единства государственных органов и блогерских сообществ в понимании важности разъяснения государственной политики в сфере межэтнического согласия и толерантности. В завершении своего выступления хочу отметить особое место столицы, которое она занимает в сердцах жителей нашей страны. Ее дальнейшее развитие и в дальнейшем будет оставаться основным приоритетом деятельности акимата города Нур-Султан. Қысқаша осылай бастадық. Сондықтан қазір пікір алмас болады. Пікір алмасқа дейін бізде арнайы ой бөлісіп, ортаға сөз салатын азаматтар бар. Алғашқы сөзді мен Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Ли Юрий Виссарионович берді. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за приглашение на данное мероприятие. Честно говоря, был удивлен, да, что мероприятие посвящено данной тематике, именно тематике блогерства. Почему? Потому что, понятное дело, тема актуальная, направление деятельности актуальное, но, скажем, какого-то профессионального обсуждения, какого-то профессиональной оценки
на сегодняшний день вот в кругу людей, которые этим занимаются, в кругу журналистов я не участвовал, и очень интересно будет послушать все выступления. Что касается самого, да, явления блогерства, все мы видим, насколько активно данный вот институт социально развивается, и все, наверное, в курсе, когда там один твит, скажем, Илона Маска может уронить акции Теслы там чуть ли на 30%, или один твит какого-нибудь политического деятеля вызвать целую бурю негодований по всему миру. Вот. Если мы посмотрим, что такое блогерство в Казахстане, тоже это каждый день в телеграм-канале я вижу, в том или ином телеграм-канале. И порой очевидно, что те или иные блогеры даже приковывают больше внимания, нежели чем средства массовой информации, которые, имена которых уже устоялись, да, на сфере СМИ. Поэтому с удовольствием послушаю, обменяюсь мнениями, сам регулярно сталкиваюсь с этими вещами, да, с блогерами, с людьми, особенно с блогерами из юридической сферы. Тоже есть у меня свое мнение по этому поводу. Они меня там под разными углами зрения подавали. Есть у меня своя оценка этим вещам. Вот. Поэтому всех еще раз приветствую. Давайте поработаем. И надеюсь, мы все выйдем отсюда с какими-то новыми идеями, новыми взглядами, которые будут полезны обществу. И самое главное, это поможет освещать те или иные события в нашей стране и в мире объективно и основываясь на фактах. Көп рахмет. Көп рахмет, Юрий Виссарионович. Келесі сөзді мен біздің арнайы қонағымыз, народный дипломат, ақш-тағы ресейлік отандастар ұйымы үйлестіру кеңесінің мүшесі, блогер, пиар-менеджер, блог жүргізу, саяси қауіпсіздіктің артықшылықтары мен мәселелері деген тақырып бойынша Зарубина Номма ханымға бергім келіп отыр. Здравствуйте, меня зовут Нома Зарубина. Я впервые в Казахстане с рабочим визитом. И я хочу сказать, что Казахстан для меня абсолютно уникальное место. И Казахстан это прежде всего о дружбе народов. И Ассамблея народа Казахстана вообще мне напоминает Организацию Объединенных Наций, потому что я представляю небольшой сегмент в Организации Объединенных Наций. И, в принципе, те идеи, которые здесь транслируются, дружба народов, международный диалог, они мне очень знакомы и очень близки. Я считаю эти идеи очень важными, потому что мы все-таки живем в эпоху глобализации, все процессы проходим вместе. Что касается блогерства, блогерство – это действительно такой новый формат предоставления информации, и здесь нужно быть очень осторожным в плане восприятия этой информации, потому что блогерство – это чаще всего личное мнение человека, оно может быть отличным от мнения других людей. И говоря, скажем, о там, политической безопасности, мы должны понимать ответственность каждого блогера за то, что, собственно, они транслируют. Я живу просто в Соединенных Штатах Америки и в России. То есть, в принципе, половину времени я провожу там и там. У меня сложилось, скажем, впечатление о блогерах, которые проживают в Америке и в России. И я могу сказать, что да, действительно, это мощнейший формат, новейший. Люди, как правило, любят что-то новое, им это интересно, это очень подвижный формат. Но иногда, когда я смотрю, скажем, русских блогеров, которые проживают за рубежом, я не согласна в большинстве случаев. Иногда это блогерство может даже как-то вредить имиджу, что ли, другого государства, и мы должны понимать всю эту ответственность. Поэтому предлагаю в конце, может быть, обсудить как раз-таки, как мы можем контролировать этот процесс. Потому что, с одной стороны, мы, конечно, должны предоставлять СМИ свободу, потому что свобода и конкуренция тоже важны для развития. Но, с другой стороны, мы должны учитывать какие-то рамки дозволенности и моральные рамки в том числе. Спасибо. Да, действительно, для нас это очень интересно. Можем еще обменяться. Вот сейчас у нас еще будет прения. Я думаю, что к вам тут очень много вопросов, потому что для нас это все действительно
важно. Вот, например, мы знаем, что, несмотря на то, что в тех же Соединенных Штатах на очень большое развитие блогерства, традиционные средства массовой информации также не потеряли свою актуальность. Тоже Нью-Йорк Таймс где-то там начал терять тираж, потом начал заново набирать обороты. Как вот это вот происходит? Люди и соцсети читают, и параллельно покупают газеты, и там тоже читают это. А, Я думаю, что есть еще разница поколений. То есть люди, скажем, более старшего возраста, они предпочитают, конечно, газеты, потому что они просто к ним привыкли. А молодежь– это, конечно, уже интернет. Это интернет, это YouTube и все новейшие приложения. В США также, да? Так же, как и у нас. Вот Я у нас, думаю, допустим, надо признать то, что у нас традиционные средства массовой информации, прежде всего газеты, начали терять тиражи, больших количествах. Люди массово переходят в социальные сети. И, условно говоря, там, допустим, чтобы любая газета быть постоянно в тренде, у него должны быть очень мобильные социальные аккаунты, аккаунты в социальных сетях. И они вынуждены постоянно усиливать не традиционную газету, а прежде всего вот свои странички в социальных сетях. Это в США также происходит. ну, Штаты– это очень большая страна. Вот я жила только в Нью-Йорке в целом. Не могу сказать за другие регионы, как у них обстоят дела. Но лично, например, я отношусь к тому поколению, которое предпочитает, наверное, газеты. Я люблю читать научные статьи, потому что когда ты читаешь информацию, ну, скажем, доверенного, хорошего, грамотного источника, ты наполняешься совершенно другими мыслями. А блогерство– это все-таки такой молодежный контент, то есть здесь нужно понимать качество, собственно, человека, ну, качество его образования, его взглядов. на А какие-то тот же, вещи. условно говоря, хороший журналист в Нью-Йорк Таймсе, который на хорошем счету, он свой самый лучший контент выставляет в газете, ну, печатает в газете или все-таки оставляет для своего личного блога в социальных сетях. Я думаю, что все-таки печать в газете– это некий престиж, который еще не, Это сохранилось. который, да, не пропал. Ну, я, по крайней мере, так это вижу. Я думаю, что многие со мной согласятся. Спасибо, спасибо. Очень интересно. Я думаю, что мы еще обсудим эти вопросы. Следующее слово я хочу дать Максиму Олеговичу Николайчуку. Да, это нештатный советник Акима города. Қазақстанда агро және ауылдық туризм қауымдастығының қоғаммен байланыс жөніндегі директоры, блогер, блогосфераның әлеуметтік процестерге әсері. Ну, нештатный советник Акима города Нур-Султан, директор по связям с общественностью Казахстанской ассоциации агро и сельского туризма, блогер. Влияние блогосферы на социальный процесс. Хочу поприветствовать всех присутствующих. Помимо всего перечисленного, я еще являюсь сити-менеджером. Это такая народная, так сказать, специальность. Мы являемся связующим звеном между государством, между акиматом и простыми жителями. И вот мы сначала были просто активными гражданами, которые были неравнодушны к развитию города, помогали городу, стране, в каких-то процессах участвовали. Ну и когда соцсетями начали уже заниматься более активно, начали, соответственно, свою деятельность освещать в каждом из этих направлений. И оно показало очень хорошие результаты. Кстати, то, что сказали, что это больше как бы молодежное, в нашей, допустим, команде сити-менеджеров у нас есть и пенсионного возраста люди, которые тоже освещают в сетях, влияют таким образом на тоже людей пенсионного возраста, а в те уже, в свою очередь, действительно влияют на молодежь. И за 4 года работы сити-менеджером добились очень хороших результатов и подняли уровень доверия к акимату прямо на очень хороший уровень. Потому что когда 4 года назад, допустим, мы смотрим, мониторим те чаты, которые у нас были, и сколько было негатива, теперь сейчас мониторим, сколько позитива. В период промежуточный не было больших позитивных результатов за счет того, что мы никак не освещали все это. Потом в дальнейшем, когда акимат освещал, когда акимат освещал, это же как-то по-своему видно. Но когда начали вот простые граждане, которые тоже начали вместе с акиматом, начали делать какие-то хорошие дела, преобразовывать город, как-то
результаты начинают происходить. Блогер, он же тоже может не только вещать то, что вот он видит, он может реально влиять на обстановку, собирать информацию, что нужно, потом передавать это в том свете, в котором удобно видеть другим эту информацию. И оно дает очень хороший результат. Также вот у нас также занимаюсь развитием агро- и сельского туризма в Казахстане. И когда просто мы группой ездили по поселкам, так сказать, и просто развивали, но не освещали эту деятельность, это был один. Сейчас, когда начали освещать деятельность, нам уже не нужно даже иногда самим ездить, уже к нам приезжают, нам обещаются, а помогите вот нам как-то раскрутить нашу точку, допустим, где в каком-то совхозе кто-то там, ремесленник какой-то находится, кто-то держит каких-то диковинных животных. Вот. В целом, именно блогосфера, она сейчас действительно очень много влияет на окружающих. И, так сказать, хорошо, что многие блогеры действительно хотят развития страны, помогают стране развиваться. Спасибо. Спасибо большое, Максим Олегович. Следующее слово я хочу дать Тухбатовой Аделе Юрисовне, руководителю представительства АО телерадиокомпания «Новый век» у нас в Республике Казахстан, председатель клуба журналистов АНК города Нур-Султан. Блогерство как новый формат журналистики. Хайрол құрметті әріптестер, добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада присутствовать на сегодняшнем заседании. Благодарю за эту возможность, за возможность обмена опытом. Здесь я представляю не только наш телеканал ТНВ Татарстан, который у нас работает здесь уже на протяжении 4 лет. Мы освещаем деятельность не только татар, проживающих по всему Казахстану, но и большинство сюжетов у нас касается именно деятельности Ассамблеи народа Казахстана и ее структурных элементов. То есть мы освещаем и деятельность советов общественного согласия, совета матерей, этнокультурных объединений. И сегодня я бы хотела как раз-таки от лица клуба журналистов столичной ассамблеи поделиться тем, что же представляет из себя блогосфера как новое направление журналистики и какие рекомендации нужно учитывать журналистам и блогерам в своей деятельности при освещении темы межэтнических отношений. Нужно помнить, что СМИ – это четвертая власть и зеркало, в котором народ видит свое отражение. И сегодня больше всего на сознание всех людей и настроение в обществе, не секрет, влияет именно средства массовой информации, задача которой является информирование населения и создание открытого пространства для обмена эмоциями и мнениями. Но при этом, выполняя функцию формирования общественного мнения, СМИ и блогерство, они могут, с одной стороны, сглаживать межкультурные различия, но и при этом также и обострять их, то есть по неосторожности. И сегодня наравне с журналистикой и блогерство тоже очень активно развивается, и в какой-то степени оно даже опережает журналистику в том плане, что более оперативно размещает информацию. Но при этом я, наверное, соглашусь с руководителем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым с тем, что блогерство – это отдельное творчество наших граждан, цитирую, которые таким способом зарабатывают деньги и, может быть, хотят себя проявить. И в отличие от журналистиков, интернетчики, как еще называют блогеров, сами журналисты в Союзе журналистов, они вроде бы хотят иметь права журналистов, но при этом не хотят нести ответственность за результаты своей деятельности. То есть порой они публикуют материалы негативного характера. Очень часто это бывают материалы недостоверные факты, и они при этом за это ответственность никакой не несут. При том, что именно журналисты, профессиональные журналисты, они никогда не поступятся принципами журналистской этики и никогда не будут нарушать эти правила и придерживаться четкого факт-чекинга. Факт-чекинг – это следование фактам. Но думаю, что у нас в нашей среде, в нашей деятельности Ассамблеи народа Казахстана есть большая возможность создать именно ту когорту блогеров, медиаблогеров, которые будут очень правильно и достоверно доносить информацию и следовать этой журналистской этике. И из тех рекомендаций, которые бы я хотела сказать, это в первую очередь нужно быть объективным и придерживаться принципа темы межэтнических отношений как принцип толерантности. То есть журналист, он должен знакомить своих читателей, слушателей
и осознавать, давать им осознавать многообразие общества и видеть положительные моменты существования разных рас, этносов, конфессий, культуры и традиций. Следующий принцип – это использование только лояльной лексики, то есть конфликтная лексика, которая порой у нас бывает в кричащих заголовках, появляется не только у журналистов, но и в основном у блогеров. Это неприемлемая для журналиста и блогера форма передачи информации. При том, что читатель чаще всего не читает статью полностью, он бывает бегло просматривает публикацию, фото к ней и заголовок. И необоснованные обвинения в адрес некоторых этносов, вынесенные в заголовок, но при этом, допустим, в текст он может содержать совершенно другой контекст, могут вызвать гнев у представителей этого этноса, и взаимную ненависть мы можем получить на этой основе. Поэтому необходимо при освещении темы межэтнического взаимодействия чаще приглашать экспертов, правоведов, этнологов, политологов, которые могли бы более конкретную и достоверную информацию предоставить на профессиональном уровне. Также правильно использовать терминологию. То есть даже наши представители этнокультурных объединений порой грешат тем, что не совсем правильно используют в своих речах, выступлениях. Допустим, Ассамблея народов Казахстана говорят, при том, что с 2007 года у нас правильно пишется Ассамблея народа, так как одна страна, одна нация и разные этносы. Допустим, казахи, русские, татары, но одна нация – казахстанцы. Поэтому Ассамблея народа Казахстана, а не Ассамблея народов. Кроме того, употребляется часто слово диаспора. У нас мы можем употреблять только понятие этнос. Диаспора – это, допустим, те же казахи, которые проживают в Америке или в России по отношению к нам. Но у нас это этнокультурное объединение, этнические группы, общности и этносы, но никак не диаспора. Также бывают ошибки, допустим, употребления понятия национальные меньшинства. Опять же, мы это не можем в терминологии использовать. Мы можем говорить малочисленные этносы, немногочисленные этносы, малые этнические группы, малые этнические общности. Опять же, исходя из того, что у нас единая страна, единая нация, казахстанцы. И еще хочу отметить, что важно при публикации своих материалов, подготовке материалов у блогеров, журналистов, нужно не забывать о том, что у нас Ассамблея народа Казахстана не смыкается только на праздничных мероприятиях, посвященных Дню единства народа Казахстана, там, Дню благодарности, Наурызу. А то, что наша ассамблея столичная, в том числе, имеет очень большую разветвленную структуру. У нее есть советы общественного согласия, научно-экспертные группы, клуб журналистов, Жер-орталығы, Центр ремесленного творчества Аналар Аманаты, филиал Республиканского молодежного крыла Жаңғыру жылы, Центр координации благотворительной деятельности Парасат. И каждая из этих структур есть о чем рассказать, есть о чем поделиться. То есть нам необходимо сейчас работу выстраивать таким образом, чтобы у нас освещались не только мероприятия, поверхностные заседания, концерты, но и больше показывалась работа внутри наших этнокультурных объединений, внутри структур столичной ассамблеи. То есть сейчас наш план работы на 2022 год клуба журналистов, клуба блогеров посвящен именно этому. То есть больше делать упор на публикацию материалов о деятельности этнокультурных объединений, их внутренние работы, направленные на сохранение, допустим, языка, культуры, традиций своего народа. При этом получается формирование казахстанского патриотизма. Вроде как бы народ и старается сохранить свою самобытность, как, допустим, татары, корейцы, свою культуру, традиции, обычаи, но при этом они себя идентифицируют как казахстанцы. Вот эту работу нам необходимо как бы больше показывать и о ней рассказывать. Ну и, конечно же, если мы будем учитывать все вот эти вот рекомендации, использование правильной терминологии, неконфликтной лексики, то наша блогосфера, она выйдет на новый уровень, и уже наши блогеры, они никогда не поступятся принципами нормативной лексики, принципами журналистской этики, и, думаю, выйдет на новый уровень. Благодарю вас за внимание. Аделя Юрисовна, большое спасибо. Очень правильные, нужные замечания. К сожалению, да, действительно это есть. Зачастую, когда вот в использовании терминологии, очень часто мы ошибаемся. Очень часто получается так, что у нас идет подмена понятия, что недопустимо. Мы единый народ Казахстана, и мы сильны в своем многообразии.
Мы об этом неоднократно говорили. Неоднократно все эти нюансы, которые вы только что перечислили, это неоднократно об этом говорили, но тем не менее из раза в раз получается так, что подрастающее поколение, где-то молодежь здесь допускает какие-то ошибки. Поэтому постоянно нужно об этом напоминать, постоянно нужно об этом говорить. И здесь я полностью принимаю ваши замечания. Рахмет. Следующее слово я хочу предоставить Нурадинову Миржану Турлановичу, специалист отдела по воспитательной работе и социальным вопросам Казахского университета технологий бизнеса. Блок как инструмент слышащего государства. Есть у нас сегодня Миржан Турланович? Или онлайн он подключился? Следующее слово хочу предоставить Аскерову Эмину Халиловичу, социальный предприниматель, руководитель социальной мастерской Green Tal. Личный опыт ведения блогерства, инструменты. Рахмет большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Приятно вас видеть всех на этом большом круглом столе. Тем более очень актуальная тема. Равиль, благодарю за приглашение. Хорошо, что поднимаете эти вопросы. Немножко хочу поделиться своим опытом. Я социальный предприниматель. Вот в 2015 году, когда я решил заняться этой новой темой, далеко неизвестной на тот момент в Казахстане, передо мной стала дилемма. Писать об этом в социальных сетях или нет. Потому что тот вопрос, который мы взяли на свои плечи, это трудоустройство социально уязвимой категории населения. Обучение и предоставление им возможностей для заработка. И я начал думать, так, если сейчас начну писать, а вдруг люди начнут говорить о том, что вот пиарится, пытается сформировать свой личный бренд, и меня это начало немножко беспокоить, хотя без этих корыстных целей я начинал это доброе дело, но перевесил аспект, связанный с тем, я начал думать, а если у меня получится их трудоустроить, то, возможно, я смогу сломать стереотип о том, что социально уязвимая категория не трудоспособна. И вот этот аспект, он сильно перевесил. И я рад, что тогда я принял это решение и начал публично прям описывать пошаговый алгоритм тех действий, которые я предпринимал на тот момент. Было очень много провалов, и сейчас я считаю, что весь тот успех в большой мере, это все благодаря, наверное, Марку Цукербергу, который создал Facebook, и через именно призму социальных сетей мне удалось отчасти сломать стереотипы о социально уязвимой категории населения. Более того, вывести все-таки тему социального предпринимательства на новый уровень. 24 июля прошлого года глава государства подписал законопроект о социальном предпринимательстве. 1 января текущего года он вступил в силу. Неоднократно мы встречались с главой государства и обсуждали тематику социального предпринимательства. Говорю не для хвастовства, а для того, чтобы дать вам понять о том, насколько сильны все-таки социальные сети в наше время. Но здесь есть своего рода определенные минусы. Несмотря на то, что у тебя появляется публичность, тебя начинают хорошо узнавать, к тебе начинают обращаться. Есть и вторая сторона этой золотой медали, и она в первую очередь связана с тем, что когда растет публичность, как говорится, чем выше поднимаешься, тем сильнее ветер дует. Появляется большое количество хейтеров. И, как оказалось, это вообще нормальное явление, но очень важно уметь справляться с этим. И в какой-то момент я тоже начал понимать, что и у меня хейтеры растут, и я не понимал, почему меня ненавидят. Хотя, казалось бы, там, занимаемся добрым делом, никого не ущемляем, но всегда найдутся те, кто недовольны. И тогда я решил попытаться встретиться с хейтерами. Помню, неоднократно в своих социальных сетях писал о том, что, друзья, я не могу понять, чем я вам не нравлюсь, давайте просто встретимся и поговорим. На тот момент, в прошлом году, у нас было социальное кафе, которое находилось в Золотом квадрате нашей столицы, и я прям приглашал хейтеров на эту встречу. И, знаете, в основном приходили те, кто хотели посмотреть, что произойдет, и поддержать меня. Потом начал организовывать прямые эфиры в социальных сетях, чтобы там, возможно, ответить на их вопросы. Но, к сожалению, никто не пришел. К чему я это говорю? К тому, что у публичности есть и вторая сторона золотой медали. Следующий момент. Раз я больше затрагиваю тематику, связанную с инструментами, хотелось бы сказать, что в социальных сетях очень хорошо заходит информация с точки зрения искренности, естественности, доступности, открытости. Классно заходит информация о факапах. Вообще прям шикарно. Так как у нас производственные мастерские, мы зачастую факапим, я решил об этом просто писать в социальных сетях, чтобы не думали, что Эмин такой красавчик, а у нас все прекрасно. Потому что был такой момент, когда мои коллеги, друзья у меня не спрашивали, как дела, и говорили: Эмин, мы знаем, у тебя все шикарно, ты молодец. А у нас не все шикарно. И я начал писать о факапах, как какой-то клиент обиделся на нас. И вы знаете, такие посты начали вызывать такую бурю прекрасных и положительных эмоций. Мне начали писать: если Эмин открыто делятся о своих факапах в социальных сетях, это говорит о том, что ему можно доверять. И количество клиентов у нас
вас начало расти в геометрической прогрессии. И я был поражен тому, надо же, как оказалось, в наше время очень важно быть открытым. Естественно. Потому что зачастую социальные сети начали формировать некую иллюзию. Мы пишем о том, кем бы мы хотели бы себя видеть. Ну, сейчас так трактуют. Но в свою очередь мало кто признает свои ошибки. Поэтому для тех, кто собирается там стать блогером или вещать через призму социальных сетей, советую вам рассмотреть эти варианты. Буквально недавно как-то прочитал про феномен Зеленского. Зеленского все знаете, президент Украины. И когда он выиграл и стал президентом, многие заговорили на тему «как так?». Потому что никто не ожидал, что, возможно, он победит в этих выборах. Но узнаваемость, как оказалось, это лучшая валюта 21 века. Об этом даже сам Путин говорит. И с учетом того, что его очень много знали, но отношение к политике он так таковой не имел, но за счет своей узнаваемости народ как бы поверил и дал возможность проявить себя. Что еще хотелось бы вам сказать? Ну и обратно возвращаясь к тематике лидеров мнений, вот есть такая хорошая аналогия, которая переводится Рональдиньо и Евросоюзом. Есть Инстаграм у Рональдо, 403 миллиона подписчиков. И есть целый Евросоюз в Инстаграме. Нет, у Рональдо 203 миллиона подписчиков, где-то я себя... 403 миллиона подписчиков, а у Евросоюза 221 тысяча подписчиков. То есть представляете, какую титаническую работу должен проделать Евросоюз, чтобы донести информацию до всего Евросоюза. И что нужно сделать Рональдо для того, чтобы оповестить массу в 403 миллиона человек. То есть достаточно одного поста. Насколько вот социальные сети начали изменять вообще нашу жизнь. И глава государства периодически говорит о том, чтобы мы все-таки следовали концепции слышащее государство. И я думаю, как раз-таки социальные сети могут выступать тем самым мостом между обществом и государством. Но, к сожалению, замечаю, что большинство госслужащих наших, ну, об этом тоже можно в открытую говорить, зачастую испытывают определенные страхи. Как-то меня пригласили выступить в Академии при президенте, и я выступал перед замакимами областей, акимами городов, и вот рассказывал им тоже про социальные сети. Я заметил, мы начали в открытую разговаривать, у большинства из них просто страх о том, что начнут хейтить, писать негатив. Но как раз-таки, мне кажется, это и является тем самым концептом слышащего государства, когда госслужащий пытается отвечать на вопросы общества. Более того, мне бы, допустим, самому было бы интересно читать будни госслужащего. Там же тоже много проблем. И зачастую мы, сидя здесь, по ту сторону государства, не видим того, как они сильно зашиваются в бумагах. Но если мы начнем читать истории о буднях госслужащего, мне кажется, тогда и само общество начнет проникаться. В завершении своего выступления, что хотелось бы сказать. Социальные сети – это шикарнейший инструмент. С нулевым бюджетом на маркетинг мы обеспечиваем себя с заказами примерно на 2 месяца вперед. Только благодаря социальным сетям. Когда мы прогинаемся по заказам, мне достаточно просто написать 1-2 поста в социальных сетях, и обратно появляются заказы. Поэтому предлагаю их использовать, но использовать во благо себе и во благо тем, кто вас читает. Көп рахмет, Эмиль Халилович. Да, действительно, вы очень важные аспекты, актуальные аспекты блогерства затронули. Да, действительно. Я вот до поступления на государственную службу был общественником, работал на общественных должностях. И там до поступления на госслужбу у меня отношение все-таки было немного другое. И даже когда, у всех у нас есть аккаунты в социальных сетях, и посты я писал совсем другие. Вот там вот. А когда я уже поступил на госслужбу, некоторое время поработал, отношение резко поменялось. И тогда уже я про себя вот думал, то, что вы говорили. Боже мой, я бы мог в день по 20 постов выдавать и набирать за каждый раз по 200, по 300 лайков, огромное количество обсуждений и так далее. Да, действительно, огромное количество работы, огромное количество плодотворной работы, нужной, важной, она есть на государственной службе, в современной государственной службе. Но зачастую говорить об этом, рассказывать об этом, обсуждать об этом как-то не принято. Потому что существует вот этот тонкий барьер, вот то, что вы сказали, возможно, где-то захейтят, возможно, где-то неправильно поймут, возможно, где-то не так подумают. А на самом деле, я думаю, что мы к этому придем, время придет, и будет время, когда вот этот барьер, вот этот тонкий лед, он будет
сломан, и люди на государственной службе, они будут свободно говорить о том, что есть и как это есть на самом деле. Блогерство, то, что вот вы сейчас упомянули Цукерберга, да, действительно, условно говоря, есть средства массовой информации до определенного времени. Они проходили сложную систему регистрации, перерегистрации, там, то современные социальные сети дали каждому отдельно взятому гражданину его собственное средство массовой информации, где он может говорить абсолютно обо всем. Да, поначалу люди говорили, писали прежде всего о своих внутренних каких-то переживаниях, о собственной жизни, и по сей день так и происходит. Но прошло время, и появилась прослойка людей, которые теперь, ну, как бы это уже целая профессия, как блогерство, да, которые берут на себя ответственность, рассуждают о наиболее важных и значимых моментах и в государстве, в мире, там, и по всем другим направлениям. И это дополнительно, вот то, что я здесь согласен с Аделей, и это, но зачастую забывает про ответственность. А ответственность, она тоже есть и присутствует. Мы знаем, что самый первый жесткий закон касательно блогеров, он был принят в Великобритании, если я не ошибаюсь. В Америке я вот точно не знаю, я не ознакомливался, но я знаю, что в Великобритании, да, впервые вроде как бы законодательно обязали блогеров и вообще всех пользователей социальных сетей перепроверять факты, отвечать за факты и правильно интерпретировать действующий факт, давать правильную оценку. Соответственно, этот момент, вот второй момент, момент ответственности за то, что мы пишем, момент ответственности за то, что мы транслируем, он очень важный момент. В погоне за всеобщей открытостью, в погоне за возможностью говорить обо всем, везде и всегда, рассуждать абсолютно обо всем, и в то же время ни за что не отвечать, это, я думаю, что неправильно. Поэтому вот этот момент, мы всегда должны об этом говорить, как-то регулировать, но это не значит, что мы должны запрещать и того больше где-то там следовать и так далее. Нет, но вот эта вот тонкая грань между вседозволенностью и всеобщим порядком государства, он очень важный. И прежде всего это, я думаю, что касается сегодня социальных сетей. Следующее слово я хочу предоставить Валееву Равилю Айратовичу, руководителю медиа-центра Дома дружбы Управления внутренней политики города Нур-Султан. Равиль Айратович – инициатор сегодняшнего круглого стола, блогер с большой буквы. Я думаю, что вот Равиль Айратович самый мобильный блогер из всех самых мобильных блогеров у нас в Казахстане. Поэтому я всегда с большим желанием читаю ваши посты, ваши блоги. Вы всегда в ногу со временем, вы всегда впереди. И обо всех ситуациях, которые так или иначе касаются нас, мы узнаем на вашей страничке. Огромное спасибо. Спасибо за предоставленное слово. Я бы хотел в своем докладе подчеркнуть о деятельности медиа-центра Ассамблеи народа Казахстана. У меня там презентация, можно ли включить? Медиа-центр, следующий слайд. Медиа-центр Ассамблеи народа Казахстана, города Нур-Султан, выражает вам свое уважение и пожелание успехов в вашей деятельности. Полное наименование медиа-центр Ассамблеи народа Казахстана, города Нур-Султан. Следующий слайд. Медиа-центр является структурным подразделением Дома дружбы, Управления внутренней политики акимата города Нур-Султан и охватывает медийный спектр вопросов, связанных с информационной политикой Ассамблеи народа Казахстана. Медиа-центр непосредственно подчиняется пресс-службе АНК. Следующий слайд. Медиа-центр непосредственно подчиняется пресс-службе АНК. Подчиняется пресс-службе АНК города Нур-Султан и тесно взаимодействует со студией АНК Лайв для проведения интервью, брифингов, дебатов и онлайн-встреч.
Следующий слайд. Основная цель и задачи функции. Основная цель деятельности медиацентра – консолидация информации об Ассамблее народа Казахстана и организация механизмов ее доведения до целевых аудиторий, мультимедийная подача контента АНК и распространение ее по разным медиаплатформам. Следующий слайд. Для достижения поставленной цели медиацентр решает следующие задачи. Создание и поддержание системы информационного сопровождения деятельности АНК, координация деятельности структурных подразделений Ассамблеи народа Казахстана. Следующий слайд. Обеспечение доступности информации об Ассамблее народа Казахстана и ее деятельности широкому кругу лиц, поддержание положительного имиджа АНК доступными средствами связи и информирование, в том числе средствами социальных сетей, взаимодействие с местными, региональными и центральными СМИ и так далее. Работа медиацентра строится на основе текущего и перспективного планов его работы, плана мероприятий и перспективного плана развития АНК города Нур-Султан. С целью успешной реализации информационной политики все структурные подразделения АНК, этнокультурные центры, работники КГУ оперативно предоставляют информацию для медиацентра. Деятельность медиацентра. 11 ноября 2021 года в Доме дружбы прошел первый обучающий семинар по СММ-продвижению деятельности АНК. Семинар проводился для представителей этнокультурных объединений столичной АНК и работников КГУ. Лектором выступил Жумадил Карлыгаш, менеджер отдела мониторинга и анализа Центра изучения религий акимата города Нур-Султан. Главной целью мероприятия было закрепление членов этнокультурных центров для освещения деятельности АНК в медиацентре Дома дружбы. Также на этом мероприятии посредством общего голосования был избран председатель медиацентра АНК города Нур-Султан Валеев Равиль. Следующий слайд. Социальные сети столичных этнокультурных центров. В столичной ассамблее народа Казахстана ведут свою деятельность 21 этнокультурных центров, которые базируются в Доме дружбы. Каждый этнокультурный центр ведет свои странички в социальных сетях Facebook и Instagram. На своих социальных страничках ЭКО освещает не только свою деятельность, где показывают свои мероприятия, обычаи, культуру, традиции, развитие языка, но и о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также о деятельности госорганов, с которыми они взаимодействуют. Статистика ЭКО освещения деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, нами была проведена статистика освещения деятельности Ассамблеи на страницах этнокультурных объединений города Нур-Султан в социальных сетях за период последнего квартала 2021 года. За период с октября по декабрь 2021 года на страницах этнокультурных объединений города Нур-Султан размещено публикации о деятельности ЭКО 242, о деятельности АНК 129, о деятельности госорганов 81. Данные цифры показывают о большой активности этнокультурных объединений АНК города Нур-Султан в социальных сетях не только в центральном регионе, но и по всему Казахстану. Таким образом, следующий слайд. И еще следующий слайд. И еще следующий слайд. Таким образом, медиацентр АНК города Нур-Султан делает все необходимое для качественного, современного, своевременного и объективного информирования граждан всех озвученных инициатив главы государства, а также о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, реализуемых проектов по сохранению межэтнического согласия и единства. Спасибо за внимание. Көп рахмет, Давид Айратович. Но следующая часть прения, если кто хочет выступить, вопросы. Спасибо. Уважаемые участники, большое спасибо за интересные выступления. Вот, хотел просто поделиться кое-какими мыслями и кейсами, может быть, получу обратную связь от вас, потому что тема на самом деле для меня очень актуальна. Что касается экспертности, да, Адель Борисовна поднимает вопрос, и ответственности. То есть блогер, как и любой другой человек, тот или иной лидер мнения, да, это
по сути, его ценности и его взгляды на жизнь. То есть все то, что он из себя представляет с точки зрения, что он ценит, что для него есть принципы, что для него есть мораль, то он и будет транслировать извне. Соответственно, ну, мы видим, да, разный контент на сегодняшний день, и очень часто, что для меня какое-то время было парадоксом, там достаточно низкопробный контент, он вызывает большое количество откликов. И здесь, когда мы говорим об ответственности, сейчас мы не говорим, там, что по закону сказал правильно, неправильно, а вообще, да, по сути, о контенте. Когда мы говорим о том или ином блогере, и что вот он там, типа, условно говоря, Моргенштерн там какие-то неправильные вещи делает, когда нет альтернативы качественной, да, то, соответственно, все будут смотреть то, что приковывает внимание. Поэтому очень важно для того, чтобы вот в конкуренции контента появлялись те люди, которые могут тоже привлечь внимание аудитории и давать альтернативную информацию, да, альтернативные взгляды на жизнь, которые в том числе основаны на экспертности. И вот нам желательно, в том числе и государству, да, и организациям, которые в этой сфере работают, определять те сферы в обществе, да, где много вопросов, да, и много многоточий. То есть, а что там, а что это, а что такое межэтнические отношения, да, там, условно говоря. Вот. И вот эти вот пустоты нам нужно заполнять для чего? Для того, чтобы человек, который пользуется интернетом, всегда мог воспользоваться поисковиком и там перепроверить информацию или сразу ее получить в виде там мнения, да, которое для него может быть авторитетным. Вот, это раз. Далее, все, что сказал Имин Халилович, тоже очень интересно. И самое главное, что это все основано на практике. А то, что на практике, оно проверено, да, то есть имеет почву под ногами. Касательно о страхах. Страхи, вот, например, если говорить о ведении блогов госслужащими, это очень сильный страх по ряду причин, да. То есть можно получить какие-то вопросы, на которые ты просто не то что не дашь ответа, а ты там должен совершить какие-то действия. Вот у нас там водопровода нет, когда он будет. А этот водопровод там заложен там в следующем году, бюджет, и его там неизвестно, когда построят, останется там Аким или министр, да, вот эти все вещи. Соответственно, публичность ряда государственных служащих, особенно которые на фронте, да, стоят с работой с населением, она, конечно, сопряжена с определенными страхами. Вот. И я на себе вижу, то есть у меня там тоже немного совсем подписчиков, то есть я не активен там очень сильно в Фейсбуке пока, но я выхожу в ту аудиторию, которая меня может критиковать. И, к сожалению, есть та аудитория, с которой вообще бесполезно разговаривать. То есть ты вот просто только то, что у меня депутатский значок, все, это раздражитель. А то, что я там всего лишь год депутата, до этого на рынке трудился, там создавал рабочие места, налоги платил, это вообще никого не интересует. Вот, соответственно, нужно четко понимать, с кем вообще есть смысл, да, вести диалог, и откуда будет какой-то отклик, и какие-то позитивные там изменения там, и так далее. Да. И мы на примере многих уже кейсов видим, когда, в принципе, вот те госслужащие, которые, опять же, на фронте, натыкаются на такие вещи, когда их просто оскорбляют, окунают в грязь и еще и потом увольняют с работы, может быть, да. И это я тоже увидел на практике, когда весь прошлый год я посвятил, если посмотреть мои депутатские запросы, это все в основном вопросы честности на финансовом рынке. То есть не должно быть обмана на финансовом рынке, да, то есть люди должны разбираться, где мошенник, где финансовая пирамида, где финансовый мошенник, где можно вкладывать деньги, почему коллекторы там, значит, ведут себя некорректно. И я не понимал, почему Генеральная прокуратура мне дает такие ответы, из которых вот меня спрашивают, там, Мажилис, ты доволен этим ответом? Я вообще не понял, о чем здесь говорят. То есть как-то вот совсем мне непонятно было. И потом, когда уже при живом общении, мне стало более понятно. Он говорит, слушай, вот эти вещи мы тебе не можем написать, но мы говорим, что мы будем так делать, потому-то, потому-то, потому-то. Да? И мы пришли к тому, что вот сейчас можете даже ввести сайт, он уже работает, stop-pyramida.kz. Мы сделали специальный сайт для того, чтобы помогать людям быстро вычислять мошенников, в том числе и телефонных, и там якобы брокеров.
И мы пришли к выводу такому, что я буду лицом, который транслирует определенную полезную там информацию, связанную с финансовой грамотностью на аудиторию, и в том числе о каких-то конкретных организациях, которые имеют там признаки финансовых пирамид или там мошенников, по одной простой причине. Госслужащий, у него там есть кодекс этики, у него есть там превышение полномочий и так далее. 2, 3, 4, 10 заявлений, он будет уже не работой своей заниматься, грубо говоря, отписками, да, и пояснениями, почему он это сделал. Вот, поэтому в современных условиях контент, конечно, он является определяющим, и очень хочется, чтобы, в частности, и у нас в Казнете появлялись позитивные люди, которые имеют вот такие прогрессивные взгляды на жизнь, и чтобы особенно молодежь, да, виделось, чем эти люди занимаются, как они созидают эту жизнь, какие происходят улучшения там, и так далее. Вот поэтому, и еще такой момент, все, что касается кейсов. Я затронул в прошлом году, это летом было, вопрос, очень много жалоб стало поступать по поводу того, что мы вложили деньги там, в какие-то финансовые пирамиды, в организации, которые оказались финансовыми пирамидами, и не можем вернуть, нас обманули и так далее. Там стали выяснять, все это видели, да, что ряд вайнеров, блогеров рекламировали всю эту историю, а потом еще на сегодняшний день уже доказано, что, оказывается, они там не то, что не бесплатно это делали, а прям участвовали. Вот, я озвучил депутатский запрос в адрес Генеральной прокуратуры, говорю, а когда будут люди привлекаться к ответственности? То есть они рекламировали, ничего не проверили, люди поверили, пошли и потеряли деньги. Выяснились там определенные пробелы в законодательстве, но что было самое интересное, я только зашел себе в кабинет после того, когда я озвучил, тут же в кабинете раздается звонок, и беру трубку, уже журналист мне звонит. И прямой вопрос задает, а вы что, против свободы слова? Зачем вот на блогеров наезжаете? И пришлось ему объяснять, что весь вопрос стоит не в том, что там кого-то посадить, да, вот в прогрессивных странах даже есть, оказывается, законы о ответственности лидеров мнений. А речь состоит о том, что если ты человек, который влияет на миллионы, если у тебя есть репутация, ты ее дорожи. И дорожи таким образом, что если завтра у тебя там появится отметка, что ты привлекался к административной или там, не дай бог, уголовной ответственности, соответственно, уже твоя репутация, она девальвируется там в разы. Вот. И на данный момент я стараюсь делать все, и МВД на сегодняшний день меня поддерживает, ну, как я вижу, да, в том, чтобы мы ввели все-таки уголовную ответственность, не обязательно там лишение свободы, это штраф может быть за вовлечение людей в финансовые пирамиды, за рекламу финансовых пирамид, для того, чтобы хоть какой-то барьер был. Барьер какого рода? Если ты хочешь рекламировать какой-то продукт, ты убеждаешься в том, что он качественный, смотришь документы какие-то, да, смотришь там регистрации, лицензии, а после этого ты говоришь людям, что вот это хороший продукт, пожалуйста, покупайте. Если ты в этом не уверен, извини, будь добр, тогда откажись. Вот такой принцип. И еще один маленький кейс. Совершенно верно тоже было отмечено, что многие люди на сегодняшний день там в силу ряда обстоятельств, причем многие думают, что это легко, идут в блогерство для того, чтобы там заработать денег, так или иначе. И у многих это на самом деле очень хорошо получается. Я одно время отслеживал блог ребят-адвокатов, они, кстати, вот в Астане работают. Очень неплохо у них получалось и получается, в принципе, они критикуют там прокуратуру и суды там, и так далее. Вот. И за счет этого там решают какие-то кейсы, какие-то дела, и к ним приходят клиенты. И когда я с ними столкнулся вот по этим финансовым пирамидам, мы пришли там в эфир одного ток-шоу и на повышенных тонах там поговорили, да, вот, так как наши там позиции не сходились. Они посчитали для себя это антирекламой, переделали ролик таким образом, что там чуть я в конце не извинился, нарезал. Я через колено их потом заставил, говорю, удаляйте, так не пойдет. Они удалили. Теперь в силу того, что я все время на финансовом рынке эти вещи озвучиваю, они там берут, например, мой один из депутатских запросов, по которому я просил сделать проверку на коллекторском рынке,
И чтобы не пиарить себя, потому что я уже там несколько раз примелькался, они говорят, вот там депутаты Сената сделали там запрос, и срезают шапку, значит, показывают мой запрос и не говорят на самом деле об источнике. Да? То есть привлекает к себе аудиторию, показывает, что они там красавчики, там могут разбираться с такими делами и не показывают истинный источник значит, информации, откуда она происходит. Это уже несколько раз повторяется. Соответственно, я сделал вывод, что если ты, значит, Юра, ну, не занимаешься блогерством, ну, то блогерство займется тобой. Вот, и поэтому мы сделали вот этот проект структурированной.kz, и сейчас будем выходить в публичную плоскость и помогать людям вычислять мошенников в 2 минутах общения. Спасибо. Юрий Виссарионович, көп рахмет. Тағы да ой қосатын азаматтар бар ма? Ешкім? Если позволите, Рустам Абдусаламов на правах общественного заместителя акима города. И по совместительству, наверное, тоже отношусь к категории блогеров, хотя блогером не являюсь. Имею небольшую аудиторию, 40 тысяч человек в Инстаграме, 6 тысяч человек в Фейсбуке. Вот есть определенное мнение, каким хотел бы поделиться. Мне очень понравилось, вот как вот, Нона, вы сказали про США. В США интересная картинка по свободе слова. Все-таки я считаю, что у нас есть некие ограничительные факторы, наверное, исторически сложившиеся цензуры у нас у самих, когда мы полноценно не понимаем, и у нас нет все-таки полноценного свободы слова, не потому что государство запрещает, а потому что у нас у всех есть какие-то страхи. И эти страхи, как правило, мешают нам говорить, мешают признавать, как вот именно сказал, факапы, мешают нам говорить о том, что мы такие же люди, которые ошибаются, такие же люди, которые бывают проблемы, слезы и так далее. Вот. Есть вторая категория. Вот мы все зависим в наше время, да, от мнения общественности и так далее. А есть вторая категория, которым, так сказать, глубоко наплевать на мнение чужих, других и посторонних людей. И они там правду, ложь выдают за правду и наоборот. Есть такое интересное выражение: права твоего кулака заканчиваются там, где начинается нос твоего оппонента. Да? Так вот здесь в наше время большая проблема именно с точки зрения работы, я их так называю, инфо-цыган, которые на постоянной основе выдают недостоверную информацию, как вы сказали. И так случилось, что если кто-то говорит неправду, ему верят, то значит мы проиграли войну за правду. Это как раз глава государства в своем интервью сказал, что да, информационную войну мы проиграли. И что говоря о информационной войне, это мы не создали, наверное, какого-то количества лидеров общественного мнения, которые могут говорить не на те темы, которые хочет государство, а на те темы, которые трогают население. И диалог вести нужно не только с теми, на кого мы можем повлиять, а именно с теми, на кого особенно нам сложно повлиять. Например, здесь мы обсуждаем про блогерство, и хотелось бы в таких кругах, в таком очень важном совещании, как сегодня, где собрались очень авторитетные люди, увидеть блогеров, миллионников, которые бы пришли, увидели, сказали бы, Акимат обсуждает такие серьезные темы, давайте там их поддержим. То есть сегодня у нас в кругу, я не знаю, самое большое количество подписчиков у кого, плюс-минус 5, 10, 40 тысяч. А есть такие, которые миллионами, да? И здорово было бы, чтобы, если бы мы могли наладить партнерство и коммуникацию именно с такими лидерами общественного мнения, которые 2-3 постами могут охватить полностью весь Казахстан. И это очень сильно работает в маркетинге, я сам пользуюсь этими инструментами, у меня на одном аккаунте 100 тысяч подписчиков, на другом там 50, в наших рабочих аккаунтах. И когда мы делаем какие-то маркетинговые акции, как предприниматель, мы сразу охватываем несколько миллионов человек. И когда есть коммерческая заинтересованность у тех, кто это пиарит, этим можно управлять. Возможно, было бы здорово, если бы мы какой-то бюджет выделили на сотрудничество с такими лидерами общественного мнения, которые бы видели по-настоящему правду. В действительности Ассамблея народа Казахстана делает очень большую работу. Вообще титанический, колоссальный труд. И недавно вот в интервью я говорил об этом. И никто об этом не знает. Если никто не знает, как будто бы ты ничего не делал. А единственный источник
сейчас мотивировать этих блогеров либо залезть к ним в сердце, либо попасть к ним в карман. То есть два источника. Но самый быстрый путь это к ним в карман, а потом в сердце. Поэтому вот такое предложение, раз уж мы говорим про прения, попробовать наладить такое сотрудничество с такими серьезными лидерами общественного мнения и перевести их из категории оппонентов в наших сотоварищей, в тех партнеров, которые могут транслировать правильную, достоверную информацию. Ну и, соответственно, нам самим нужно не бояться быть, работать с хейтерами, нам самим не бояться оказаться в неловком положении, то есть побороть свои страхи все-таки придется. И каждому госслужащему, каждому члену культурных объединений. Вот. Поэтому вот это направление, как мое как предложение, было бы очень действенным в наших реалиях. Спасибо большое. Рахмет көп, Рустам Абсалович. Тағы да ой қосатын азаматтар бар ма? Да, Спасибо огромное. Замечательные сегодня выступления были. Очень действительно приятно с вами находиться. Я хотела бы рассказать очень красивую историю, связанную с блогерством. Я интересуюсь Ближним Востоком, и в какой-то момент я наткнулась на блог девушки Кристины. Она вышла замуж за иранца и уехала в Тегеран. Я никогда особо не интересовалась Ираном. Новостей про Иран мало в СМИ. Если они есть, то они чаще всего негативные, по крайней мере, вот в американских СМИ это только негативные. Но когда я стала смотреть ее блог, мое сознание просто перевернулось, у нее около 1 миллиона подписчиков, и она действительно открыла туризм в Тегеран сейчас, потому что люди смотрят ее блог, она снимает каждодневную жизнь, там, иранский рынок, дома, подъезды, строительство. У них, оказывается, самый большой магазин, это не супермаркет, а молл, магазин, где одежда продается, все. По площадям этот молл больше, чем молл в Дубае. Но только они не могут завести туда столько товара, потому что американские бренды не могут торговать на официальном уровне с Ираном. Запрещено. И они ждут отмены санкций. И, собственно, я начала интересоваться Ираном, узнала про программу для молодых специалистов, которая Министерство образования организовывает эту программу, и должна была на самом деле в этих числах быть в Иране по этой программе, в Тегеране. Просто они опять из-за пандемических ограничений закрыли въезд, и мы переиграли вот с Равилем Айратовичем, решили организовать поездку мою уже в Казахстан, вот, чему я очень рада. Но моя мысль вот про что. Министерство, я не знаю, какое точно министерство Ирана, они знают про Кристину. И они как-то ей то ли написали, то ли сказали, что Кристина, вы сделали то, что Министерство Ирана не смогли сделать вот за последние 20 лет. Вы открыли людям просто возможность вообще думать про Иран, скажем, в другом ключе совершенно. И я считаю, это просто потрясающая история на самом деле. И Ирану действительно нужна такая поддержка, нужны туристы, которые бы действительно смогли приехать и посмотреть, как есть на самом деле, а не читать газеты. Я с вами здесь тоже полностью согласен. Более того, вообще благосфера, блогеры открыли огромному количеству людей возможность заниматься бизнесом. Условно говоря, там отдельно взятая женщина, которая дома что-то у себя шьет или там что-то у себя дома печет. Через социальные сети этот человек получил возможность торговать, продавать это. И огромная, условно говоря, реклама, она всегда была она стоила дорого. Сейчас через социальные сети, посредством сильных блогеров, людей, которые там могут одновременно несколько миллионов людей постоянно приковывать к себе, куча людей, молодых фирм, ранее незамеченных товаров получили возможность торговаться и продаваться. Я думаю, что здесь такая же ситуация. Иран – это величайшая цивилизация в мире. И, конечно, я думаю, что каждый, кто более или менее знаком с историей, вообще в целом, он бы хотел побывать в этой стране. К сожалению, сейчас для большого мира эта страна закрыта, но у нас одно время запускали даже сообщения Алматы-Тегеран, Нур-Султан-Тегеран. Правда, сейчас из-за пандемии он приостановлен, но тем не менее.
Еще, коллеги, добавить, сказать, если, да, Нома, Добавлю просто, предлагаю не забыть обменяться просто контактами со всеми, потому что я завтра улетаю, хотелось бы сохранить. обязательно обменяемся контактами, и я буду вас лайкать. И у нас уважаемые коллеги, дорогие друзья, я думаю, что вот уже 1:10 в современном мире это очень много, когда каждая минута дорога. И я думаю, что уже пора завершать наше сегодняшнее мероприятие. Я думаю, что мы все обсудить невозможно, но острые моменты, я думаю, что мы обменялись мнениями, где-то что-то дополнили, где-то для себя что-то подчеркнули, узнали. Самое главное, Дом дружбы, он всегда открыт для всех вас, для всех нас. Ежедневно у нас здесь проходят различного характера мероприятия. Большое спасибо, Юрий Виссарионович, вам. Вы неоднократно уже были здесь у нас в Доме дружбы. И в будущем, я думаю, что за этим большим круглым столом еще неоднократное количество мероприятий мы проведем, и вы будете нашим самым дорогим гостем. Всем вам большое спасибо. Особая благодарность Номе. Я думаю, что здесь были гости из Европы, из Африки у нас здесь гости были, но из США вы первые. Так же? Или я могу ошибаться? Да. Первая гостья из далеких Соединенных Штатов. Всегда рады вам. Приезжайте к нам. Наш Дом дружбы, он соответствует своему названию. Мы открыты